Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать. Кто не спрятался, я не виновата. Ну куда? Куда тянешь? Боже мой. А где мамка? Не собралась еще? Я не знаю. Не знаю. Егор, ну вчера нельзя было это сделать. Люба. Андрюха, Андрюх, смотри, здесь все горяченькое. Отбивнушечки, картошечка, все, что надо. Тетя Зоя, вообще холодильник вынес. Тетя Зоя, в дороге вспоминать меня будешь добрым словом. Вроде все. Оля, Петя! Как вы себя ведете? Ребята, вас так из лагеря выгонят. Идите в машину, быстренько. Викуля, ты не волнуйся. Мы через недельку их навестим. Егор обещал подвезти. Да, детёк? Сделаю. Так что не волнуйтесь. Поезжайте. Гости. Соседи мои дорогие. Тетя Зоя, правда, Любе не до этого, а вы навестите. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Так, ну все, хорош, поехали. Я еще уехать не успела, у меня уже душа не на месте. Все будет хорошо. Давай, я сырости не люблю. Все, только хорошее муте нужно. Все, давай. Все. Вик. А зачем вам ехать в Германию? Малышка, ну ты же хотела себе куклу, да? А ты, Петь? А папа пообещал мне привезти машинку. Да, папа? Ну все, в машину, бегом. Может, на пасашок? Ой, Егор, хоть ты не начинай. Веди себя хорошо. Но Олю защищай, понял? Я тебя люблю. Не волнуйтесь, все будет в порядке. Давай руку. Идем. А медведя как зовут? Не вздыхай. Я сказал Петьке быть за старшего. Пойдем. Ну да, она сразу вспомнила, что она на месяц старше. Им бы только спорить. Помнишь, как мы в школе вечно сапались? Пока не упустил тебя замуж за другого. Теперь-то не упустишь. Ты не мечтай. Приедем из Германии, сразу поженимся. Крупляш, проснись. Я тут больше не могу. Давай уедем домой. Как это? Ну, спешим. Нам еще неделю осталось потерпеть. Ну и оставайся. Терпи, трус. А я уеду домой к своей маме. Стой! Никуда ты не поедешь. Я с тобой. Вы с ума сошли? Что значит домой захотели? Вас уже обыскались, наверное. Егор, заканчивай. Отвезти их обратно надо, гостей непрошенных. Мы никуда не поедем. Не поедут они. Ма, ну ты представляешь? Эти дураки сбежали из лагеря. Да не шуми ты, доча. Вика с Андреем скоро вернутся. Пускай дома побудут. И что дальше?
Да сами нарвались, как бешеные, друг за друга. Короче так, была авария. Он уснул, врезались в дерево, и машина загорелась. Лады. Чего стоишь? Грузи тела в машину давай. Хватит тебе. На работу завтра. Все, я устала, посижу. Садись, посиди, отдохни. Андрюха, брат. Так и Вика мне была как родная, как дочку ее любила. Трасса, такое творится. Машина сгорела. Потому в закрытых гробах хоронили. Егор, перестань. А ты не слушай, иди спать. Наша квартира горит. Егор, ладюки горят. Ладошка, стой, ладошка! Стой! Егор! Люба! О, Боже, Егорушка! Егор, осторожней там! Олюшка, Олюшка, дай дядечка. Да, ну чуть-чуть. Не трогай, мама. Ну, сильно болит, да? Да, ну, покажи. Обгорел. Покажи, Егорушка. Ну, Люба, да, ну да. не нуди, Люба. Пойди лучше Олю посмотри, ей досталось. Хорошо. Скорую хрен дождешься. Хорошо, хорошо. Егорушка. Слава богу, успели. А если бы там детей оставили ночевать, что бы было? Представь себе. Представляешь, что бы было? Начинай, ну. А что за пожар такой? Замкнуло что-то? Без нас разберутся. Ну что, только? Нормально все? Люб, ты чего? Люба. Люба. Мамочка. Ой, это началось, Егор. Это началось. Ой, Егор. Осторожно. Слушай, ты когда за меня замуж выйдешь, будешь круглой? Да, я рожу тебе 3 детей, и буду такая кругленькая. Нет, 5 не меньше. Хорошо, 5, нормально. Петька, Петька, надо ускоряться, скоро хозяйка придет. Хорошо. Здрасте. Здрасте. Как договаривались, пришла принять работу. А мы вот уже заканчиваем. Ага. Петь, держи. Давай. Ну, что вам сказать, Оля? Чего, не нравится? Нравится. Это при том, что в 10 раз ниже по цене, чем с меня требовали профессионалы. Я даже не думала, что у вас так здорово получится. Так, Оля, у нас будущий художник после техникума сразу в художку пойдет. Или отведем ее силой. А Петя у нас лучший механик. Так что, если машину купите, милости просим. Ну, в общем, вы молодцы, ребята. И смотритесь хорошо. Буду советовать друзьям. На свадьбу же надо как-то зарабатывать, а? Петька, ты у меня такой клевый. Может, не пойдешь сегодня на работу, а? Да ты что, я же хочу на свадьбу заработать. А мне не нужны все эти свадебные понты.
Я просто хочу, чтобы мы всегда были вместе и все. Я тоже хочу. Вот выделят нам квартиру. Пусть только попробуют не выделить. Мы поженимся. И ты навсегда забудешь про детдомовские койки, я обещаю. Сегодня же годовщина смерти наших родителей. Ты пойдешь на кладбище? Короче, если что, успеешь, приходи. Я постараюсь. Пока. Ой, жизнь как летит-то. Ой, как одна минута. Ты уже, Оленька, стала невеста совсем. Выросла. Скорее без детдома уйти. Я уже дни считаю. Не могу себе простить, что отдала вас тогда с Петькой. Ну, а как еще Зоя Матвеевна? У нас же с ним никого не осталось из близких. Надо было нам вас брать к себе и растить. Ну, ты ж помнишь, про тебя с Петькой все тогда забыли. Сосредоточились на Димке. Как его поднимать? Зоя Матвеевна, я ни на кого не обижаюсь. Димкина коляска совсем прохудилась. Да уж. Скажу Петьке, пускай починит. Да, попроси, попроси, у него руки золотые. Зоя Матвеевна, это ж наши детдомовские. Даня! Дань! Я ж... Что случилось? Тихо, тихо, тихо. Что произошло? Что случилось? Вы что натворили, а? Ну-ка, говори быстро. Давайте сюда, давайте. Чего? Куда? Подождите. Ну куда вы его тащите? В чем дело? За что вы их? Девушка, за воровство у тетки спросите. Пустите вы его, ну ему же больно. Так, послушайте, у них заглавные, что ли, а? Поберушки. Знаю он, инвалидов ваших. Товарищ, да ты сам больной. Ты что делаешь, людей нельзя стрелять? Ты что? Какие поберушки? Куда? Ничего, нас скоро выпустят. Пусть только попробуют не выпустить. Но если реально узнаю, что воровали, оба у меня получите по ушам, ясно? Так мы только печенье и конфеты с кладбища собирали. Сладкое вредно для здоровья. О, знакомые все лица. Так, не, пацаны, пока посидите. Ой, голодюк на выход. А ты, Вась, не выпендривайся. Давно сам по детдому бегал. Да давай выходи, не болтай. Слушай, ну скоро нас вообще отпустят. Что за дела-то вообще? Да вот теперь не знаю. Ну что, конечно, такого оскорблять еще и при исполнении. Он что, особенный? Ну, особенный, не особенный, а сын зама нашего мэра. Ну и что? Вася Бобка вон тоже, между прочим, из наших. И ничего, в органах служит. А вы бы лучше серьезными делами занимались, а не ловлей голодных детдомовских мальчишек. Что? А? Нечего сказать? Нет, есть чего. Ольга Юрьевна, приношу свои извинения за некорректное поведение с ребенком-инвалидом. Каюсь, был виноват. Простите. Пожалуйста, пишите здесь, и вы свободны. Да, повезло этим рецидивистам с такой защитницей. Могу идти? Да. Можно вопрос? Да. Что при таком папе вы делаете в обычном отделении на такой маленькой должности? Хочу начать свою карьеру с нуля, без папиной помощи. Уважаю. Ну и вы меня извините тогда. Между прочим, из-за таких вот, как вы, у детдомовских дурная слава. Ой, мы есть хотели. И как, наелись? Я вам сколько раз говорила. Воровать не метод, надо искать, где заработать. Как, если от нас все шарахаются? Это я виноват.
У меня день рождения скоро, и мы решили стырить конфет. Отметить хоть как-то. Дань, я тебе обещаю, устроим мы тебе самый настоящий день рождения. Но воровать нельзя, ты меня понял? Договор? Оль. Ну что, все нормально? Нормально. А что, отпускать передумали? Ну да. Что? Слушай, ты говорил там про какие дела. Давай укладывай. Ну, в общем, 9 лет назад в аварии погибла моя мама. А прямо на следующий день сгорела наша квартира. Ну, странно как-то. Установили как поджог, а вот виновных до сих пор не нашли. Ну, не найдено, найдем. Разберемся. Давай я тебе подкину. Давайте. Спасибо. Ой, это же мой Петя. Петя! Эй, орлы, давай бегом в машину. Ну, что вы опять начали, а? Ну, Олю я знаю давно. Мы с ней в детдоме вместе были. Батя у нее был известный майор милиции Юрий Ладюк. Серьезный мужик был. Погиб при исполнении, когда Олька еще малая вообще была. Ну, лет 5. Легенда отделения. А потом погибла мать, и Оля оказалась в детдоме. Ну, по официальной версии, да. Погибла в аварии. А неофициально? Ну, там гуляли слухи, что убили ее вместе с хахалем. Может, бандиты как-то отомстили за то, что она жена мента. Может, какая-то другая версия. Ну, и там и квартиру сожгли. Сожгли квартиру? Спасибо, Вась, иди. Слушай, а кто за ней приезжал? Что за пацан? Ага, так это Петька Круглов, кругляш по-нашему, тоже с нами в детдоме был. Это, кстати, с его отцом Олькина мать и погибла. Слушай, ну там у них в Петьке с Олькой все серьезно. Они с детства вместе и в детдом вместе прошли. Ну, понятно. Я понял. Спасибо. Не, ну ты офигела, что ли? Чего ты мясо с овощами в одну кучу кладешь? Ты можешь отдельно положить? Вот бумагу завернуть как-то аккуратнее, чтобы красиво все было. На. И картошку отдельно от огурцов и помидоров, и яйца в отдельный пакет. Это ж ты у нас почти жена Петьки. Че я должна стараться? Давай, подруга, помогай. У Петьки рейс дальний. Егор стал подкидывать работу. Все лишняя копейка. Не переживай, твой дальнобойщик без еды не останется. Пугайчики, неразумчники. Даня, ты не офигел, нет? Ты знаешь, сколько вкалывал, чтобы эти деньги заработать? Так я книжку читал. И не ври мне. Оля, хлеб где? Забыла. Даня, идем. Здрасте, тетя Люб. А что случилось? Данька, ну-ка. На тебе денежку. Пойдешь в магазин. Купишь себе там конфет разных, понял? На еще вот, торт большой купи, чтобы на всех хватило. Все, давай, дуй. Тетя Люб, с Димкой что-то случилось? Да плохо мне, Оль. От рыбы этой мутит. Видеть ее не могу. За Егора по уши в долгах. Достал уже. Вот, возьмите пока. Полтинник, потом еще. Да не поможет это, Оль. Я опять беременная. Опа, ничего себе. Ага.
как Егору сказать, даже не знаю. Баба у него другая появилась. На рынке духами торгует. Это тебе не вонючей рыбой. Тетя Люб, ну вы не расстраивайтесь. Угу. Оль, мне помощь твоя нужна. Чем смогу? Вот тут эта гадина комнату снимает. Давай, Оль, иди. Давай, иди. Привет. Привет, а я Тося. А где твои родители, Тося? Там дома. Сказали, чтоб я шла гулять, они мне потом подарят братика или сестричку. О, как. А как мамку с папкой звать? Мама Анжела и папа Егор. А ты кто? Тетя Люб, идемте. Нет там никого. Никого, девчонка? Так это Анжелка, дочка гуляет ее. Идемте. Так машина. Машина его в конце улицы стоит. Оля, он здесь. Он здесь. Тетя Люба, не надо. Пожалуйста. Тетя Люба, не унижайтесь, пожалуйста. Не унижайтесь, тетя Люб. Вот такие вот дела, Петь. А тетя Люб, что же она нам? Почти как родная. А дядя Егор тоже ж родственник твой? Что он делает, а? Оля, взрослые люди сами разберутся. Мы-то что можем? Наверное, ничего. Знаешь, Петька, если ты меня когда-нибудь на кого-нибудь променяешь, я сразу умру, ты так и знай. Оль, ну что ты такое говоришь? Конечно, не променяю, клянусь. Я тебя тоже никогда ни на кого не променяю. Осторожно, запачкаешься. Скажи, прикольно пофоткались. Пофоткались-то прикольно, но только в проявочную нужно сказать. Еще неделю куковать. Неделю? Конечно, Нифига себе, ты что, ничего себе. хотела? Да? Столько ждать надо? Привет. Привет. Я к тебе. А зачем? Надо объяснять. Ай-яй-яй. Не успел Петька уехать, ты себе нового кавалера нашла? Это из милиции. Угу. Натворила что? Она может. Ну, познакомь нас, Оль. Это Нина. Мы в одной комнате живем. Лейтенант Горелов. Здрасте, здрасте. Очень приятно. Очень приятно. Нина, вы позвольте нам с Ольгой поговорить с глазу на глаз. Конечно. Не буду мешать. Я что хотел спросить. Я же это дело-то взял на расследование о пожаре. Может быть, ты помнишь какие-нибудь факты, детали, что-то в этом роде? Ну, спрашивай, что конкретно. Кстати, адрес квартиры, которая сгорела, Садовая 7? Наша, да. Да, сейчас поступил сигнал о том, что там какие-то разборки семейные, крики, вопли, но адрес Садовая 7Б. Анчух. Это же тетя Люба. Ты можешь меня туда сейчас отвезти? Да? Поехали. Только надо быстро. Я понял. Я не пущу тебя, ну куда ты? Бросаешь меня с больным Димкой. Деньгами помогать буду. Но жить с тобой, Люба, я больше не могу. С кем можешь, с этой дрянью?
Уйди, Люба, я не останусь. У меня с Анжелой дочка растет. Пошел вон! Уйди, я тебя прошу, пожалуйста. Подожди, ну куда? Ну, Егор, Люба, ну дай мне спокойно уйти, я тебя прошу, ну дай. Достала меня, что пойти, ты меня достала, двор достал. Жизнь такая достала. Егор, Твою мать. я тебя очень прошу. Я люблю тебя, Егор. Да не могу я с ней жить больше, все. Хоть сажайте меня, хоть стреляйте. Не люблю тебя, другую люблю, пойми. Тетя Люба, Не надо, тетя Люба! Если бы Вику и Андрея тогда не убили и вашу квартиру не сожгли, я бы в срок родила нормального ребенка! И тогда бы все по-другому было! Не надо, тетя Люба! Уснула, слава богу, сердечная. Скажите, а я понимаю, что ваша дочка не в себе, а почему она так сказала? Ну, то, что Олькину мать увели и Круглова. Так слухи ходили, что это была не авария вовсе и не случайно, а что они, дескать, Вика и Андрей не хотели платить. Кому? Бандитам каким-то. А потом пожар этот. Все перевернули там, искали что-то, может, деньги. Откуда им взяться? Господи. Следы заметать пожаром вообще классика. Обычное дело. Обычное. Оленька, помнишь? Конечно, помню. Мамин шкатулка. Да. Помнишь пожар? Ты из огня ее выхватила, я у тебя отобрала и сберегла. Помню. Я давно хотела рассказать тебе и Пете. Еще с тех пор, когда Вика и Андрей собрались в эту злосчастную поездку в Германию. Так вот они не как туристы собрались, а навестить вашего родственника. Да, вашего Ладюкова родственника. А какого родственника? Я знаю просто, что там жил мой дед по отцу Степан. И в плену там был, и погиб тоже там. Так вот не погиб. Выжил, чудом уцелел, бежал и прятался на хуторе. Прижил ребеночка с немкой, мальчика Николауса. В общем, не вернулся Степан с фронта. Женился на немке и жил там, не тужил. Откуда вы знаете? Так с письма. Это письмо от Николауса, твоему Оле отцу. А Юрочка-то наш погиб. Вот. То есть, получается, он твой дядя? Угу. Понимаешь, да? Не понимаю. Да, Лена. Мне пришлось воспользоваться служебным положением, чтобы получить доступ в архив. Ну, вот здесь. Иди что-нибудь. Так, я заказал дело о пожаре. Ну, и сам накопал кое-какой материал по поводу аварии. Так. Здесь нет ничего. Держи. Ольга, ты уверена, что готова это видеть? Угу. Да? Да. Ладно. Так, смотрим. Смотри, вот. Фотография. Машина на обочине разбитая. Держи. Так, это тела мы смотреть не будем. Извини. Так, вот коробка. Нашли недалеко от машины. Ну, по всей видимости, когда, произошло столкновение, она выпала. Это кукла. Мне ее мама везла из Германии. Я ее просила. Ну вот. В коробке куклы не было. Их хоронили в закрытых гробах. Так что маму я как бы ни живой не видела. И для меня она всегда жива. А моя мама умерла, когда мне было 9 лет. Меня не взяли на похороны, пожалели. Что для меня она всегда жива.
Так что я тебя понимаю. Илья, скажи прямо. Вот как умеешь. Ну что там было? Авария, не авария? Ну, сходя по материалу, там авария, но подстроенная. Так что, скорее всего, убили. Прости. Но я поговорю с сотрудниками, с папой. Если понадобится, я найду их. Я тебе обещаю, я найду. Ну хорошо, Илья, ты иди дальше, а мне тут надо подумать. Хорошее уже ты обо мне мнение. Оставить девушку ночью одну. Илья, ты мне очень помог, ты меня очень поддержал. Но? Но у меня есть Петя. Я его люблю. И это навсегда. Ничто не вечно. Под луной. Это не про нас с Петькой. Мы с ним одно целое. Давай так. Твой Петька – это твоя детская любовь. А я настоящая. Время покажет. Пойдем. Пойдем. Петь, ну ты дослушаешь меня? Ну куда ты бежишь? В городской архив идти бесполезно, я там уже была. Пыталась узнать адрес этого немецкого дядьки. Ведь не узнала? Ну не узнала, потому что они сказали, что все данные уже утеряны. Но они так странно это сказали, как будто что-то знают, а на самом деле таят. Вообще у них-то все мутно, Петь. Вот я и буду выяснять. И в архив пойду, и в милицию к самому черту, если понадобится. Да что с тобой такое? Ты сам не свой вернулся. Вернулся-то я свой. Считаешь, я должен сидеть сложа руки, когда знаю, что наших убили? Петь, не пари горячку. Все, что нужно, для меня узнает Илья. Илья, а вот это вообще отдельная тема. Да, конечно, быстро ты с ним спелась, пока я уезжал. Что за чушь? Чушь? Нинка фотографию показывала. Слушай, ну если он тебе помогает по дружбе, так может она и мне поможет. Я тогда тоже родителей потерял. Чего ты на меня кричишь? Я вообще не хочу с тобой таким разговаривать. Иди остынь, Петя. Не хочешь? Угу. Может, потому что есть что скрывать? Ну и давай, катись! Кто? Горелов. Младший лейтенант Горелов. Я к Александру Ашотовичу по делу. По какому делу? Ну, я тебе что, сейчас буду за воротами, что ли, объяснять? Открывай давай. Так в чем вопрос? Александру Ашотовичу объясню, в чем вопрос. Что объяснишь? Дело 90-го года. Смерть на трассе. Виктория Ладюк, Андрей Круглов. Вспоминаешь? Закрой его пока. Ты вообще знаешь, чей я сын? Разберемся. Вася-то им что, тяжело сказать, а? Я тебе сейчас отвечу, давай, вали. Топай. Петь, ты что, дурак? Дурак, ты не понимаешь, с кем ты связываешься? Да мне пофиг, Вася. Я все равно узнаю, понял? Дома у вас, тетя Люб, все в порядке, вы не переживайте. Я Зое Матвеевне с Димкой помогаю. Так что все нормально там. Я ведь к аборту легла готовиться. Тут такое началось. Мамаша, вы что? В вашем возрасте это же чудо, что ребенок будет. Правильно. А я вам что говорила? Ну вот решила, оставлю. Только еще полежать надо. На сохранение, то есть угроза. Маме передай, хорошо? Конечно. Ой, Зоя Матвеевна будет рада. Вообще, человечек новый, это же здорово. Может, дяде Егору сообщить? Нет. Он свой выбор сделал. Возвращать его пузом не хочу.
Ну ничего. Вырастем, справимся. Вот, Антон Ильич. Решил, что базарить с твоим сыном без тебя неправильно. Молодец, что так быстро приехал. Пацан у тебя сильно борзый. Что-то выяснить хочет. Спасибо, разберусь. Вот и чудненько. Я сейчас пойду, пока пожрать закажу. Мясо, рыба? Рыба. А ты растолкуй пацану, что совать свое жало в чужие дела. Уж больно хлопотно. Куда ты лезешь? Что непонятно, что из дела и темы, куда соваться не нужно. Сам решил. Сам ты ничего не решаешь, пора это запомнить. Папа, телок своих воспитывай, а не меня. Не нарывайся, Илья. Я эту твою игру в честного мента терплю, потому как думал, ты там на службе ума наберешься. Не веди себя как дурак. В такой раз тебе твою глупость никто не простит. Решил очки набрать? Или ты ногу скосил? Ты куда? Туда. В отделение к нему? А твое какое дело? Ну, конечно, он заждался, наверное. Ой, не то говоришь. А ты не то делаешь. Ты дурак, да? Или сроду так. Иди, не споткнись. И юбку покороче надень. Я могу точно назвать причину смерти твоей мамы и ее спутника. Назови. Они отказались платить бандитам. Ну, когда возвращались из Германии. Те думали, что у них полные карманы Deutsche Mark от немецкого родственника. А тут, видишь как. 90-е, что ты хочешь? Время такое. Их не нашли? Нет, ты что? Не-не. Да и сейчас уже не найдешь. Сколько времени ушло. Ищи свищи. Понятно. А что это у тебя? Ты ведь не с Петей подрался? С Петей. Скажешь тоже с Петей. Если бы я с Петей дрался, у него такая штука была, не у меня. А, еще. По поводу адреса Николауса Штайнера. В архиве что-то темнят. Но я адрес достану. Автомастерская? Позовите, пожалуйста, Петра Круглова. Петр, здравствуйте. Это сотрудница архива. Да, вы интересовались давним запросом. Да. Так вот, немецкий адрес Штайнера у нас есть. Но я как бы не могу вам его дать. Нет. Не спрашивайте, почему. Не могу, и все. Вы меня слушайте, что могу. Вы приходите сегодня вечером, после закрытия, в 19:00. Я дверь до конца не закрою. Вы нажмете на нее посильнее, и она откроется. Пройдете прямо, потом направо первый поворот, там будет маленькая комнатка. Нужная вам папка будет лежать слева на столе. Вы адрес посмотрите и оставьте все как есть. Я на охрану ставить не буду. Вы меня поняли? Извините, больше не могу говорить. Все. Ну, молодец. А ты боялась. Просто актрисы больших и малых академических театров. Неужели на такое клюнет? Ну, вот и проверим.
Оля. Оля, вставай. Все проспала. Нин, ты что кричишь? Который час? Петьку сегодня ночью в милицию забрали. За взлом архива. Зоя Матвеевна ночью умерла. В этом тоже Петьку обвиняют. Все, Дин, здрасте. Да. Меня в милицию пока не пустили. Сказали позже. Вы мне можете сказать, что тут было? Зоя в морге. Димка у меня пока сидит. Куда же ему? Ты не знаешь, Любка еще долго в больнице будет. Сообщать как-то надо. Надо. Но нельзя ей пока такое. А что тут было? Почему Петю обвиняют? Зое вчера плохо было. Она давлением маялась. Отдала мне Димку, чтобы я присмотрела. Ну, я пошла с ним в парк погулять. Возвращаюсь, айзакон, крики, шум. А потом твой Петька выскочил и побежал. Петь, ты что ли? Ну что там, Матвеевна, оклемалась уже со своим давлением? Долго мне еще Димку сторожить, а не знаешь? Скорая сказала, что инфаркт у нее. А до больницы не довезли и умерла. Дай ведро. Так я не понимаю, а Петя-то при чем? Угу. А если бы он не сбежал, гаденыш, а вовремя врачей вызвал, может быть, и спасли бы ее еще. Да не может быть такого. Согласен, с архивом вышло глупо. Но меня подставили. Мне позвонили в мастерскую. Она представилась работником архива. Фамилия? Она не назвалась. Для суда это не оправдание. 2 года. Плюс доведение до смерти. Еще 5. Я не виноват в смерти Зои Матвеевны. Меня вообще там не было. Соседи тебя видели. Ну, показания. Ну, есть варианты. Ну и какие у меня варианты, чтобы не повернулась против меня? Можно кое-как там покумекать. Я при тебе сейчас порву этот листок. Ты валишь из города и забываешь про Олю. Навсегда. Тебе Оля моя нужна. Да? Сволочь, тебе Оля моя нужна, да? Ну как? Тихо! Кругляк! Клони! Фу. Фу. Нападение на сотрудника милиции. При исполнении. Еще 3 года. Наряд. Допросную. Здрасте. Я к Илье Антоновичу Горелову. По какому вопросу? Ну, как сказать, типа по личному. 205-й кабинет, проходите. Спасибо. О, Нинка, здоров, ты оттуда? Че, пускают, да? Пускают. Только не всех. Меня пускают. И я теперь буду проведывать Петю. В смысле? Ну, как его подруга. Чего? Что слышала? Вы же с ним расстались. Ты что, рехнулась? Ой, Оля, не знаю, рехнулась, не рехнулась, но тебя к нему пускать не будут. Да.
Илья, отпусти Петю. Он не виноват. Но это же бред, в чем его обвиняют. Бред говоришь? Конечно. Присядь. Давай вместе разбираться. Смотри, здесь показания свидетелей. И ни одного. Читаем. Петр Круглов скандалил в доме Зои Матвеевны Антюх. А потом оттуда сбежал, оставив ее умирать одну. Мало? Это неправда. Это не он. Послушай, Егор Антюх уехал, оставив тете Любе и Зое Матвеевне кучу своих долгов. Но это же может быть кто-то из тех, кому он был должен. Возможно. Но потом было ограбление со взломом. В архиве. Он же из-за меня туда полез. Разве можно считать это ограблением? Нужно это считать ограблением. А здесь, вот на этом месте, он меня душил. У меня есть свидетели. Вася, Бубка. Илья, скажи прямо, я что-то должна? Или я могу сделать что-то, чтобы Петю отпустили? Можешь. Выйти из меня замуж. Это предложение? Это ультиматум. Меня же в городе засмеют. Ну смешно ведь, а? Проиграл кому? Парню из детдома. Я перед тобой честен. Я тебе говорю правду. Правду. Я просто не верю, что это все сейчас со мной происходит. А это с тобой сейчас происходит. Там наверху у него не ты, а Нина Маслова. Он тебя за свою девушку не считает, Оля. Хорошо, ты мне не веришь. Пойдем. Пойдем, пойдем. Завтрак скоро будет? Иду, сынок. Еще раз доброе утро. Доброе, сынок. Да не хватай ты руками. И вообще дождись отца. Он уже проснулся? Угу. Раб на весь дом. Потом еще частная водная процедура. Извини, но у меня нет столько времени, чтобы сесть втроем и изображать образцовую семью. Ну, серьезно. Ну, а к чему ты это? Мам, он отобрал ключи от моей машины. Дай мне свою машину. Зачем? Нужно ехать в область. Зачем тебе в область?
Да обещал в институте закупить украшения для зала, там цветы, гирлянды на оптовой базе. Мам, дай мне свою машину. Только для поездки на базу. Да. Но с условием, что будешь ехать не больше 60, понял? А что, такая скорость бывает? Шучу, шучу. Держи. Мама, ты лучшая. Значит так, еще один штраф за превышение скорости, и моей машины ты тоже не увидишь, понял? Все. Осторожно. Доброе утро, Боря. Доброе утро. Леонид Антонович сейчас выйдет. Хорошо. Доброе утро. Как спалось? Какого черта ты отдала машину Сережке? Ну, он попросил, ему нужно было поехать. Мне плевать. Чего он тебя попросил? Я не просто так ему запрещаю ездить. Гоняет по городу, как сумасшедший. Штраф оплачиваю я, а не ты. Илья. Чего Илья? А хотя разобьется, фиг с ним. Только у меня он один. У меня других детей-то нет. Слушай, ты можешь не кричать? Ты же не на работе. Давай еду, молчу. Я с вами до города. На автобусе прокатишься. Всего хорошего. Здравствуйте, Ольга Юрьевна. Здравствуй, Антоша. Ольга Юрьевна, здравствуйте. Здравствуйте, Танюша. Там вопросы в бухгалтерии. Идемте. Ольга Юрьевна, Савицкая звонила за 10 минут до начала урока. Сказала, что заболела, заменять ее неким. Как неким? Вы же директор центра, вам виднее. Танюша, я в бухгалтерию позже зайду. Вить, дай ключи. Идемте, дети. Так, Саша, все хорошо, ну давай подумаем над деталями, да? Смотри, у тигра же бывает шерстка, да? Можно это прорисовать, проработать. Подумай по композиции. Может быть, здесь тигренок появился. Может быть, там папа в перспективе где-то, да? Это же мама тигрицу тебе, правильно понимаю? Давай. Очень хорошо, молодцы. Ольга Юрьевна, извините, к вам там пришли. Ко мне? Кто? Девица одна говорит из Воздвиженска. А что за девица? Не знаю, вас требует. Ведет себя так, будто ей все должны. Наглая. Продолжайте, ребят, я сейчас вернусь. Вот она. Ольга Юрьевна, как вы просили. Здрасте. Здравствуйте. А я вас только на фотках в соцсетях видела. Да? А мы с вами знакомы? Я Леся. Вот мама думала, как меня похоже на вас назвать. Вот вы Оля, а я Олеся. Я дочка Любы Антюх. Вы помните такую? Олеся. Господи, большая какая выросла. Олеська. Да. Какая большая стала. Да, выросла, что выросла. Ничего себе. Тетя Оль, а давайте для мамы. Давай. Не узнала тебя. Я же тебя тоже только на фотографиях видела. И то маленькую. И ни разу за все это время так и не приехала. Все собиралась и... Мы за могилами ухаживаем. И вот мама туда каждый месяц приходит. Привезла показать. Как там все? О, спасибо. Там и бабуля наша лежит. И Димка рядом. Вы про Димку знаете? Мне 8 лет было, когда он
Ты устала, наверное, с дороги? Ты вообще что, куда? Да я недолго сюда приехала, так посмотреть насчет вузов, что, куда поступать. А можно у вас пару дней пожить? Конечно, а где же еще? Спасибо. Это вот ваш весь центр, да? Да. Как же я рада, что ты приехала, Олеська. Ну, как для новичка неплохо. А где ты здесь новичка видишь? Ну, а теперь давай по-взрослому, на скорость. Где, здесь? Нет. Я-то знаю одну дорогу. Реальная дорога. Поехали, покажу. Ну, поехали. Давай. Танечка, кофе мне и моему посетителю. Да, конечно. Как прошел суд? Что ты здесь делаешь? А вариант соскучилась. Вас не устраивает? Ну, была бы я, а не Танька, ваша секретарша, тогда бы... У меня дурное настроение. Сильно рискуешь. Это же вы приставили меня за своей женой следить. Кстати, к ней какая-то Олеся из Воздвиженска приехала. Олеся? Какая Олеся? Вечером увидишь. Я пошла. Или я могу еще чем-то быть полезным? Илья Антонович. Ладно. Танечка, кофе отменяется? Меня нет. Тебе подушку какую? Ортопедическую или помягче? Да мне любую. А это чья комната? Да ничья. Гостевая. Твоя будет. Классно. Мне здесь нравится. Не то, что в других комнатах, там вообще как в музее. Ну, это Илья делал с дизайнером на свой вкус. А вы не думайте, я у нас в Воздвиженске тоже такой помпезус видела. У меня мама ходит прибираться к одному бандюку. Какому? Кашу, а то и чё? Он у нас авторитет. У него действительно не дом, а музей. Скажи, а вот Петя Круглов, он в Воздвиженске не появляется? Я не знаю, нет, наверное.
Привет. А у нас гости. Кто? Дочка тети Любы, Антюх. Ты помнишь тетю Любу? Из Воздвиженска. Ты знаешь, Оль, я даже не знаю, на каком языке с тобой разговаривать. Что? У нас же был с тобой разговор? И что? Что тебе в этом Воздвиженске? Ну, я там жила, ты жил. Папа твой живет Да до сих пор. знаю, кто там жил или живет. И что? Да еду приготовь, что? Да. А что случилось? Хорошо, спасибо. Ну что, ты игралась? Что? Дала мальчонке погонять на машине. Теперь сама разбирайся. Где Сережа? Что с ним? Помолчи ты. Боря, ты где? Приезжай давай. Ой, Сережа. Мам, ну машина же на страховке. Да при чем здесь машина? А если бы ты разбился? Ты знаешь, что парень из второй машины в больнице переломанный весь? Он сам виноват, перевернулся. Сережа! А если бы ты убил кого-нибудь в этой гонке или сам бы убился, ты обо мне думаешь вообще, нет? Мам, ну прости, мам! На что ты рассчитываешь, когда участвуешь в таком? Что останешься безнаказанным? Потому что отца большой чин в прокуратуре, если что, отмажет. Может, я наоборот это делаю, чтобы его позлить? А какой в этом смысл? Ну, не ладится у тебя с отцом. Ну, дурить-то зачем, а? Мам, как вы вообще вместе жить стали? Что за вопрос? У вас ведь никогда не ладилось. Я не помню такого, чтобы про вас можно было сказать, они любят друг друга. Так сложилось. Поехали домой. Мам, мне жаль тебя, правда. Вот и не добивай меня. Как мать? Как отец? Да вкалывает мать. А отец нас бросил еще до моего рождения. Угу. Отца твоего Егор, по-моему, зовут, да? Угу. Тут по делу недавно проходил. Не у меня. И в городе он уже живет, знаешь, да? И что? Чего? Взяла, навестила отца. А он для нас сдох. Ну, какая? Дядя Илья, а вы что на меня так смотрите-то? Вы ж мне в папаше годитесь. Так уж и в папаше. Ну что, герой, накатался? Сколько мне это стоило? Все нормально, Илья. Идем в дом, здесь холодно. Я вопрос задал, сколько мне это стоило? Чего вы вылупились на меня, а? Сколько мне это стоило, мать и дитя? Илья, иди ложись. Ты меня гонишь, что ли? Что ты? Еще раз, мать, тронешь, я тебе в морду. Сережа, иди домой. Как там? Права, давай сюда. Стоп! Ты чего делаешь? На! Сережа! Урод! Кого он такой? В моего отца. Он тоже не терпел такого отношения к женщинам.
Твой отец плохо кончил. Я так не хочу. Как же меня это все достало. Слышь, открывай давай. Чего ты заперлась? Илья, я сплю. Что ты делаешь? Спишь? Вместе поспим. Спи давай. Долг супружеский сейчас будешь исполнять. Илья, пожалуйста, иди спать. Какого черта я в своем доме должен кого-то просить? Какого черта? Тут мое все! Дверь моя. Открывайся, как дверь выйдет. Выбивай. Борь, в город? Ну? Подвезешь, а то я сейчас без колес. Да он ничего не скажет, все равно весь день дома проваляется с похмелья. Ладно, поехали. Поехали. Ну что, абитура, список вузов не забыла? Оля? Кругляш? Да уж. Документы отнесу. Я быстро. Где учиться думаешь? Не знаю, куда я поступить смогу, там и буду учиться. А ты прикольно. У меня вообще-то парень есть, понял? Да не вопрос. Или вас Горелов это не останавливает? А вот сейчас не понял. Так я тебе историю одну расскажу. Когда твоя мама не хотела выходить замуж за твоего папу, потому что она с детства была влюблена в одного мальчика, Петю. Твой папа начал за ней ухаживать, подкатывать к ней. Ну и убрал Петю с дороги. Так, мягко говоря, отодвинул. Понимаешь? Ладно. Я дальше сама пошла, мне нет времени. Да сиди, до универа еще далеко пилить.
Недавно водишь, что ли? Да нет. Лет 10 как уже. Петька, это правда ты? Не знаю даже, о чем спросить. Обо всем, наверное, надо, да? Ты водитель, как тогда? Дальнобойщик, да? Да, как и тогда. Угу. Женат? Дети есть, да? Нет. А Нина? Тогда в камере я же видела вас. Привет, Петь. Привет. Знаю, не меня ждешь. Я знаю, почему ты здесь. Почему? Илья на Ольку запал. И теперь хочет тебя посадить. Но я знаю, как тебе помочь. Как? Ты, главное, подыграй мне. Не отталкивай, хорошо? Подыграть? Да, подыграть. И не задавать лишних вопросов. Ты же в тюрьму не хочешь? Да? Слушай, я не понимаю. Все это было подстроено. Я даже не думал, что ты поверишь. А мне Илья сказал, что вы с Ниной поженились. Изобретательный. О, связи только что не было. Алло? Извини, Петь, мне ехать надо. Илья звонит. Да сын опять начудил. Сын? Сын. Оль, я в ближайшие 3 дня, если ты захочешь увидеться, буду 5-й километр Южного шоссе. Там у нас стоянка для фур. Я буду ждать. Я так рада тебя видеть. Я столько раз представляла себе эту нашу встречу. Я чувствовала. Я знала, что мы встретимся. Я столько раз о тебе вспоминала. Нет, я не забывала о тебе, Петька. Значит так. Если ты живешь в моем доме, на мои деньги, жрешь мою еду, мне уйти? Ешьте. А правда, что вы можете посадить кого хотите? У нас в городе говорят, что вы когда-то дядю Петю Круглова ни за что посадили. Ты что несешь-то, а? Откуда ты взялась-то? Из Воздвиженска. Ах, из Воздвиженска. Я помог скостить срок с 10 до 2 лет. А так бы сидеть, дядь Петя, 10. Есть разница? И 10. Кстати, я нашла в соцсетях страницу Нины. Она одинока и никогда не была замужем. Я что-то, совсем перестаю понимать, что что-либо в этом доме. А ты мне сказал, что она была замужем. Зачем? А при чем здесь, кстати? Ну, ты бы еще вспомнила историю, которая лет 300 назад прошла? Так это я напомнила. Ну, так помолчала бы! Сиди, жри молча. Не нравится? Вставай за стола и иди наверх. Ой, пошел. Оп. Не, ну девочка, по-моему, загостилась у нас. Надо как-то это сказать ей. Ну, зачем ты искала Нину в соцсетях?
Она сама меня нашла. Я просто посмотрела ее страницу. Да? Это шкатулка моей мамы. Видишь, здесь обгорела немного. Я ее тогда из пожара вынесла. Да, мне мама рассказывала. Это вот мамины вещи. Колечко ее. Это фотка моя детская. Тут мамочка моя. Это тоже я рисовала. Это Круглов? Угу. Говорят, он мою бабушку до смерти довел. Не верю я. Это вот письмо родственника моего немецкого. Я про него тоже знаю. Вы его нашли? Да я как-то и не искала последнее время. Не своей жизнью живу. Тетя Оль, как говорит моя мама, кроме смерти все можно исправить. Но в конце концов, возьмите его, найдите этого немца и езжайте туда. Алло. Да, Лесь. Вы Даню Тихого помните? Он ваш дедомовский. Конечно, помню. Любитель сладкого. И вот сейчас он такой. Ничего себе. Встретила бы, не узнала. Да, и он типа мой парень. Так вот, он сейчас с ребятами тусуется, которые с машинами крутят, там мутят и номера перебивают, поняли? Гонщики, что ли? Ну, типа. И у них есть главный Дамир. Он вообще сам из Воздвиженска, но сейчас в этом сервисе тусуется. И я его здесь случайно увидела. А ты что тут делала? Что ваш Сережа заезжал, когда машину без спросу взял. А я в машине сидела и ждала, и видела, как они разговаривали. Получается, он тоже как-то связан с этой бандой, понимаете? Михалыч, я тут в рейс ухожу. Счастливой дороги. Или, может, что придержать, пока вернешься? Да нет, спасибо. Я тут одного человека ждал. Ну, не пришла. Да, не пришло. Ты не переживай. Что твое никуда не денется. А чужого нам не надо. Ну вот я подумал, если появится, может… Ну, телефон передать. А? Да. Хотя нет, не надо. Или… Хотя парень швыряет. Ладно, счастливой дороги. Пошли. Ладно, счастливо. Вон, видите? Вот этот Дамир с ним рядом идет. Если ваш Сережа с ними связался, ему срочно надо мозги вправить. Не сейчас. Надо иначе. Здравствуйте, Таня. Здравствуйте. Илья Антонович у себя? Да, проходите. Давай, еще. Занятно. Господи. Ждешь объяснений? Зря. Их не будет. Так давай разводиться. Чего мы оттягиваем? На ней вон женишься. Фу, запомни, я не собираюсь с тобой разводиться.
Я могу только вдоветь. Чё пришла? Пошла вон. Иди погуляй. Сережа связался с какими-то бандитами. Надо, чтобы какие-то твои люди посмотрели за ним. Оперативников подключи, не знаю. Кто-то есть у тебя? Ох, ты прям. Я тебе об этом говорил? Говорил. А сейчас полиция палец не ударит. Вляпался сигарет. Ненавижу тебя. Ненавижу. Еще сильнее ненавижу, чем когда замуж за тебя выходила. Ну, хоть в этом у нас с тобой взаимность. Добрый день. Здравствуйте. Добрый. К вам вот отправили. Петр Круглов, тоже водитель. Не знаете такого? Сказал, что здесь будет. Нет. О, я здесь всех парней знаю. Нет таких. Точно не знаете? Нет. Странно. Наверное, что-то перепутала. Извините. Девушка, а может я подойду? Валер! А где эта девушка, которая тут крутилась? Уехала! Не догнать. Это же нам не про Петра говорила. Как я сразу не сообразил, он знал ее. Это же он сегодня из рейса возвращается, правильно? Наш Петька? Ну да. Доля? Ну да. Ну так она же не его. Она ж Круглова кого-то искал. А вы к кому, барышня? Мне нужен Дамир. Мы с ним договаривались. Дамир? Здравствуйте. Давайте знакомиться. Я Ольга Горелова, жена Ильи Горелова. Я так понимаю, знаете, о ком идет речь, раз вы тоже из Воздвиженска. И его сына Сергея, как оказалось, вы тоже знаете. Так вот, я его мать. И что дальше? А дальше то, что если не отстанете от моего сына, вам всем здесь мало не покажется. Мой муж прокурор, если кто вдруг не в курсе. Оставьте моего Сергея в покое и не впутывайте его в свои грязные дела. Понятно? Я вас предупредила. Поговорим? Спокойно. Тихо. Я готов. Хорошо, я тоже. Значит так. На повестке дня у нас два вопроса. Первый – это наш развод. Ну, а второе – это наша сынуля, Сережка. Предлагаю начать сперва. Да, давай начнем с него. Так вот, чтобы у тебя там фантазия не разыгрывалась, запомни, это буду решать только я. Это понятно? Это понятно? Илья, зачем я тебе? Ты же меня давно не любишь. Кому все это надо?
Ты мне очень нравишься, такая тихая. Ты мне слишком тяжело далась, чтобы тебя просто отпустить. Не понимаю, зачем тебе мучиться. Если есть женщины, которые хотят с тобой этого искренне. Тварь. Второй вопрос мы обсуждать не будем. Я передумал. Тетя Оль, вы зачем столько таблеток выпили? Не переживались. Если я решу с собой что-то сделать, точно не решитесь. У вас Сережа. Да, у меня Сережа. Зачем ты мне эти таблетки? Да, это успокоительный. Чтобы как-то примириться с этой не жизнью, с этим не мужчиной. За что? Какие хвосты? Вот, смотри. Что за хрень? Какого ты за мной ходишь, а? Думаешь, никто не видит? Дура. Да ты дурак, ты вообще знаешь, чем Дамир и его люди занимаются? Знаю, не лезь, куда не просят. Мало того, что мать встряла. Вообще больной. И понимаешь, что мама хочет как лучше? А твое какое дело? Без вас разберусь, без тебя точно. Да? Ну тогда оставайся с этими отморозками, понял? Я вообще уеду обратно. Даня, ты что здесь делаешь? Машину. Ну-ка, давай, поехали домой. Поехали. Сережа? Сережа? Иди-ка сюда. Привет, а ты чего здесь? Поговорить надо. Ты что, меня избегаешь? Приходишь поздно, уходишь рано утром. Что за дела? Я не хочу сейчас об этом говорить. Понятно. То есть теперь не только отец тебе враг, но и я тоже, да? Друзья так не поступают. Тебе не надо общаться с этими людьми. Может, я сам решу, что надо, а что нет. Просто я не хочу тебя потерять. Ты дружишь с очень опасными людьми. Мама, я поеду в Воздвиженск. Надо кое-что уладить. Скажи отцу, что поехал деда навестить. Не переживай, все будет хорошо. Хорошо.
Эй, девушка. Который час не подскажете? А что такое, Телефончик есть. Ничего, сумку давай. Сумку дай. Успокойся. Да, ребят, вы чего? Телефон отдай. Ребята, да Ключи сюда. перестань. Пошел вон отсюда. Настоящего кофе здесь нет. Растворимый будешь? Буду. Надо же как-то и дальше не спать. Да? Да, точно. Не до сна было. Ты извини, что привез тебя вот в приют дальнобойщиков. Я счастлива, что привез меня Петя. Я изменилась, да, Петька? Не такая, как раньше. Ты еще лучше. Оля, я ведь писал тебе из колонии почти каждый день. Даже когда узнал, что ты замуж вышла. Я не получала твоих писем, Петя. Я когда освободился, сразу приехал в Воздвиженск к тебе. А меня там уже ждали. Здравствуйте, тетя Люб. Привет. Я вот освободился. Это ваш? Да, Хорошенькая. Как назвали? Олеся. Я не виноват в том, что случилось с Зоей Матвеевной. Ну что ж теперь? Маме не вернуть. А ты куда идешь? Надеюсь, Николе намылился? Она замужем. Ты не знал? Знал, но Сын у них из города домой уехал. адрес вы можете дать? А надо ли тебе? Привет, Петя. Привет, Вася.
Да ничего не ясно. Я не могу себе объяснить, почему ждал все это время, почему сразу не приехал за тобой. Ведь я все время думал о тебе. Мечтал, как встретимся. Не веришь? Подожди. Вот твой рисунок. Я себе потом такой же нарисовала по памяти. Тоже храню. Мне домой надо, Петя. Оль, мы еще встретимся.